Терминал Чорбох в Душанбе стал платным. Ораз и Рамзи Вазирбекова этапированы из Душанбинского СИЗО в колонию в Худжанде. Таджикские парламентарии в 5-й раз перенесли срок вступления в силу закона о медицинском страховании в Республике Таджикистан. Деятельность Нижней палаты в Таджикистане в 2023 году обойдется в $2,7 миллиона. Десятки жителей Кулябы собрались у местного морга в поисках справедливого расследования. Терминал Чорбох, который начал работу почти 2 месяца назад, стал платным. Эту информацию информагентства «Азия Плюс» подтвердили 3 водителей. Теперь водители, которые забирают пассажиров с этого терминала, должны платить 20 сомони. Это новшество введено с 1 января 2023 года. По их словам, до этого времени они пользовались терминалом бесплатно. Говорят, что собранная сумма пойдет на ремонт и другие расходы терминала. Напомним, что этот терминал построен у северного въезда в столицу. Раньше в Душанбе с пассажирами въезжали легковые автомобили из Агдийской области, и в большинстве случаев они развозили их по домам. На обратном пути они забирали пассажиров с терминала Маро, расположенным рядом с заводом «Таджикцемент». Осужденные гражданские активисты Ораз Вазирбеков и Рамзи Вазирбеков этапированы из Душанбинского СИЗО в колонию строгого режима в Худжанде. Близкие Ораза Вазирбекова сообщили 3 января, что гражданских активистов 28 декабря 2022 года этапировали из СИЗО в колонию строгого режима в Худжанде. В начале ноября прошлого года суд города Душанбе приговорил Ораза Вазирбекова к 16 годам, а Рамзи Вазирбекова 13 годам лишения свободы. Гражданских активистов признали виновными по 2 статьям Уголовного кодекса Таджикистана. Это участие в преступном сообществе, преступной организации и публичный призыв к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан с использованием СМИ или сети интернет. Ораз Вазирбеков был также обвинен в присвоении благотворительных средств, которые бадахшанские мигранты отправили семьям, пострадавшим в ходе спецоперации таджикских силовиков в Хароге в 2012 году. Депутаты парламента Таджикистана в 5-й раз перенесли срок вступления в силу закона о медицинском страховании в Республике Таджикистан. Об этом сообщает парламентское издание «Садо и Марду». Этот закон должен был вступить в силу с 1 января 2023 года, но парламентарии, внеся изменения в закон о медицинском страховании в Республике Таджикистан, в очередной раз отложили его реализацию. По сообщению источника, первый заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Гафур Мухсинзода на заседании 29 декабря 2022 года в парламенте заявил, что согласно заключению межведомственной рабочей группы, в настоящее время в стране не созданы благоприятные условия для полного перехода на систему медицинского страхования. По его словам, для внедрения системы медицинского страхования должны быть учтены соответствующие экономические, финансовые и организационные требования. Правительство Таджикистана выделило свыше 27 миллионов сомони, это около $2,7 миллионов, на деятельность Нижней палаты парламента страны в 2023 году. Об этом сообщил Джамшид Муртазасота, глава комиссии по регламенту и организации работы Нижней палаты парламента. По данным парламентской газеты «Садо и Марду», в парламенте Таджикистана 63 депутата и 343 сотрудников. Депутаты единогласно и без обсуждения одобрили сумму, выделенную из бюджета на деятельность Маджлиса Намои Дагон. Расходы на Нижнюю палату парламента в 2023 году предусмотрены на 6 миллионов сомони больше, чем в предыдущем. Расходы на содержание Маджлиса Милли Верхней палаты парламента пока не афишируются. Парламент Таджикистана обладает широкими полномочиями в соответствии с требованием Конституции страны. Но критики говорят, что законодательная власть находится на службу у исполнительной ветви и принимает законы, спускаемые сверху без обсуждения. Хотя депутаты такую критику не приемлют и утверждают, что дискуссии идут еще до внесения законопроекта на рассмотрение Нижней палаты парламента. Десятки жителей Кулябы собрались у местного морга с требованием найти и наказать виновных в смерти своего родственника. Они утверждают, что Абдукахор Розыков скончался в результате пыток в здании местной милиции.
Сотрудники милиции задержали 37-летнего Абдукахора Розакова в ночь на 2 января, а утром его тело доставили в морг, заявили близкие скончавшегося мужчины. Десятки родных и близких Розакова 3 января собрались у морга и потребовали выявить и задержать виновных в его смерти сотрудников милиции. В противном случае, предупредили они, акция протеста будет продолжаться. Местные правоохранительные органы смерть жителя Куляба не комментируют.